Здравствуйте, дорогие зрители! Приветствую сегодня всех, кто сидит у экранов телевизора. Я уверен, знаю, что вы все любите танец народный, ибо в народном танце душа народа. И потому мы с вами любим одно и то же. Сегодня меня смотрят, вероятно, не только кто любит смотреть танцы, но те, которые и исполняют их. Профессиональные артисты, артисты самодеятельные, да и те, которые собираются, вероятно, стать танцовщиками и танцовщицами. Да, язык танца народного понятен всему миру. Я родился в Чечен-Ингушетии, село Старые Таги, у самых гор. Горы начинаются с нашего села, и река Аргун, которая несет колоссальные деревья, которые срывают иногда бури в горах. В общем, это красивое место. И если спросить у любого, танцует ли чеченец, ингуш, не танцующих у нас просто нет. Родились с танцем. Если даже в горных аулах несет своего ребенка на руках мать, и если вы захлопаете, то обязательно ребенок на руках начинает танцевать. Если тысячи чеченцев-ингушей будут одновременно танцевать, и ни один не будет похож друг на друга, это означает язык богатства народного танца. Ну, я люблю танцы народов всех и хотел бы знать все танцы, ибо танец сближает все, что какие бы континенты не были далеки людей. Мне было года 3, и в селе меня тащили везде танцевать, на все свадьбы, на все вечеринки, и говорили: «Махмуд, станцуй». А я всегда ждал этого слова. Как только заиграет музыка, я танцевал. Танцевал я босый и на пальцах, и мне никогда не было больно. Ну и так отцу нравилось, что хвалят меня все: «Как, Али Султан, твой сын хорошо танцует». Отец радовался. Ну так 3-4 года меня уже по всем аулам возили и говорили: «Махмуд, танцуй». Ночь и день, когда мне не сказали, я ждал всегда этого слова. И боялся даже, когда приходил, что я уйду и не станцую, и меня не попросят. Ну и меня обещали взять в город. Все время мне мечта была увидеть город, ибо наши маленькие села, то, что мы слышали легенды о городе, я это не видел. И меня родители обещали взять. Вот как вот будем ехать на базар туда, и мы тебя возьмем с собой в город. И вот они ночью уезжали, а утром приезжали в город. Ну и, в общем, меня обещали на завтра взять, и меня не взяли. Утром проснулся, я смотрю, подводы нашей нету, и нету матери, отца. Я начал плакать, что почему не взяли меня. Сестра быстро схватила медный таз и начала на нем барабанить, и запела та-д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 а. Я моментально соскочил, начал танцевать, и так танцевал, пока не натанцевался. Ну, а потом я уже забыл о том, что хотел я в город или не хотел я в город. И моя сестра Пада всегда, как только я начинал по поводу чего бы это ни случилось, или упал, или ушибся, но если я начинал плакать, она моментально брала таз, и тут же все проходило. Я себя не помню не танцующего, и вообще я вошел в жизнь уже с профессией. Уже 3-4 года я говорил, я буду только танцевать. Ну и когда меня смотрели старики, когда я танцевал на свадьбах, ну там молодежь, старики, то они все еще языком так цокали. Ну а потом сейчас могу сказать, ну мне хлопали в разных странах, в разных столицах, но сколько бы ни хлопали, все это браво, бис, хлопки, все это меньше, чем горцы цокают языком. Это удивление. Ну и в общем, когда мы переехали в город, мне уже было лет 8, отец сказал: «Сын мой, тебе уже 8 лет, ты уже взрослый. Танцевать уже неудобно. В город мы приехали, чтобы научились грамоте, и ты, и твои братья и сестра. Я партизан, я завоевывал советскую власть, и хочу, чтобы теперь увидели вы свет». В 16 году, когда отняли у нас кусочек земли, то, что мы имели, на чем кормились, то до царя писал
все деньги, что батрачил, отдавал, чтобы писали прошения. И так мне землю не вернули. Так правду я и не доказал. А вот теперь в нашей стране можно доказать правду. И я хочу, сын мой, чтобы ты был судья или прокурор. Я говорю, да, почему прокурором? Я говорю, лучше я буду танцевать. Он говорит, нет, сын мой, у нас в роду не было воров. У нас, правда, род бедный, у нас и богатых в роду не было. Но у нас никогда не было шутов в роду. И над нашим родом не заставляли смеяться никто. Так что профессия не может быть танец. Танец это тогда, когда тебе весело, когда ты на вечеринке. А так, сын мой, забудь о танцах. Ты будешь судьей и будешь правду доказывать. Кто прав, того надо именно сказать, что ты прав. А кто не прав, надо наказать. Ты будешь судья, и он покупал мне книги от Плеваки, какие судебные книги, хотя он не знал и русского языка, и не был грамотен, но все груда добавлялось книг, но я в суду никак не мог понять, что, почему я должен быть судья. Пошел в школу, ибо, не зная язык, учиться в школе сложно и трудно, но я русский язык не знал ни одного слова, и потому ставилась мне отметка двойка. Я знал, что двойка это плохая отметка. Ну, и я думал, что вот когда научусь я, вот тогда у меня будут только пятерки. Ну, и очень стремился учить быстро русский язык. Ну, и, в общем, и я затанцевал. Как-то мне поставили двойку, я вышел в перемену и пустился танцевать. Вокруг меня собрались все дети, ну, и, в общем, учителя стали выглядывать с окна. Ну, и так пошло, что наш школьный танцор, так прозвали, наш артист. И на первой же Олимпиаде республиканской я был со школы выставлен на эту Олимпиаду. Ну, первую премию получил, диплом в школе повесили в директоре кабинет первой степени. Ну и как-то в коридоре слышу, директор говорит классному руководителю Дора Васильевна, а он меня не видел. Вот, да пускай, говорит, как может, так учится Махмуд Асанбаев. Вот, ну, будет свой танцор и будет на Олимпиаде, все время будет у нас танцевать. Ну и так, Дора Васильевна, конечно, продолжала меня так учить все. И она поставила мне двойку. После этого прошло так и 2 недели. Я подошел и Дора Васильевна, я буду большой. А когда я буду большой, я буду знаменитый танцор. А вы будете старенькая, в очках. Я вам принесу 2 билета. В первый ряд вас посажу. И вы будете сидеть и плакать. Почему мне ставили двойку? Она говорит, да. Ну, в общем, мы вернемся к моей учительнице позже. Уже мне было 13 лет, когда меня взяли в ансамбль, профессиональный ансамбль песни и пляски Чечен-Ингушетии. Я танцевал, но отец уже привык к тому, что я все равно буду танцевать, и сказал, пусть танцует, хотя толку с него не будет. Ну и я танцевал, и через месяц, это было 20 января 1939 года, и я через месяц принес зарплату, и положил 300 рублей. Даже ту мелочь, которую мне дали, тоже положил. Я никогда не брал ни одной копейки без разрешения родителей. Ну, принес, положил деньги. Отец говорит, где ты взял эти деньги? Я говорю, мне дали зарплату, я танцую. Такие деньги за то, что ты танцуешь, тебе дали? Я говорю, дали. Ну-ка, веди меня туда, где тебе их дали. Взял меня за руки и пошли. Пришли, я завел его в бухгалтерию. Я говорю, вот, это тетя дала мне деньги. Он подходит и говорит, эти деньги вы дали моему сыну? Да, это его зарплата. Вот как так много, 300 рублей ему дали? Да, но он будет и больше получать. Он способный парень, будет получать, вырастет, будет больше получать. Он говорит, вот, за то, что ломается, ничего не делает, такие деньги платят. Вот почему мы живем-то не так богато, когда так разбрасываются деньги направо, налево. И шел всю дорогу, меня ругал. Ругал, пока не дошли до дома. А потом еще с соседями возмущался. Вот, представляете, за то, что он бегает, танцует, прыгает, как козел. Так ему еще дали такие деньги. Ну, в общем, постепенно отец привык к тому, что мне давали деньги, что я рос. Ну, уже когда мне было 17 лет, 18, меня пригласили в Киргизский орден Ленина, Академический орден Ленина театра оперы и балета. Я по-настоящему узнал ту красоту, которую только человек может узнать в профессиональном театре. Я уже у станка стал, выучил вместе все
балетные, какие только учились движения. Я впервые видел, я не знал, что такое плие, что такое тандю батман, я все это не знал. И, безусловно, от станка меня оторвать уже было невозможно. И я занимался. В общем, я за 2-3 года стал в оперном театре ведущим характерным танцовщиком. Я во всех балетах, операх протанцевал все ведущие характерные партии. Уже потом, позже, я уже играл злого гения в «Лебедином озере», уже появилось мастерство такого драматического уклона, Клод в «Эсмеральде», ну и, в общем, играл Гирея. И так я протанцевал в оперном театре до 1957 года и очень благодарен всему оперному театру за то, что они сделали то, чтобы я стал бы тем, кем бы мне в мыслях хотелось. Но я знал в опере, что я должен заниматься чем-то другим в искусстве, не в опере. Хотя уже был накопленный опыт, и я все время стремился один создать театр так, чтобы я был один на сцене, и меня бы все смотрели, и меня понимали. Но шел я к этому, именно я хотел народный танец. Именно танец народный, сколько бы ни было бы мастеров, сколько бы их ни исполняли такие прославленные ансамбли, как начинает Моисеева, то все равно ни одному художнику не исчерпать то неисчерпаемая красота, как бездонный колодец, народный танец, он красив и невозможно его исчерпать. Ну и в общем, первое, я хотел танцевать, конечно, индийский. Почему? Я прочел книги индийские, что эти танцы разговаривают, что этот язык в Индии понятен. И когда в 1957 году в начале, в январе, я приехал в Москву, то первый я уже пошел в ансамбль Моисеева, мне сказали, там Грикурова, она знает все 4 классические школы Индии, и когда я пришел на 3-й этаж, я дождался, это было утром, выходили балетные артисты с урока, и вышла Грикурова. Я подошел, сказал, что вы, товарищ Грикурова, она говорит, я. Я хотел бы танцевать индийские танцы. Сколько вам лет? Да, я говорю, мне уже 28. Уже поздно, на 18 лет вы опоздали. Если вам было бы 10, я бы взялась бы. Я говорю, почему поздно? И я начал танцевать. Танцевал я, наверное, больше, чем 30-40 минут. Пока меня не схватили, не остановили, я перетанцевал все, что я мог. Мне хотелось сказать одним словом, вместо сказать «а», весь алфавит вместе. Ну и когда уже я натанцевался, она говорит, что вы знаете что, придите завтра в 10 часов в этот же класс. Я попробую. И в 7 часов утра я был в этом классе, уже одетый, все уже готовый к тому, чтобы встретиться с Грикуровой. Она пришла, сказала, что вы хотите? Я говорю, я хочу самый трудный индийский танец, ну, красивый, чтобы был, и вот трудности я любые перенесу. Она сказала, есть такой танец, правда, я встать с пола не смогу. 2 минуты надо встать. Надо так ожить, словно поднимается солнце. И также в конце сесть, идет танец около 8,5 минут. Но если сможете, пожалуйста, садитесь на плие. Вот это, расставьте ноги, садитесь поглубже, возьмите руки. И она говорит, что вот нужно 2 минуты, чтобы незаметно глазу. И начала, вот тихо вставайте вместе, одновременно поднимая руки. Та, ты, та. И я постепенно поднимался. И когда я поднялся, она сказала, хорошо, мы будем продолжать уроки. Ее вызвали к Моисееву в это время, она минут 40 была там. Когда она пришла, так снова я начал, она уже поняла, что я хочу танцевать безумно. И танец был готов. И через примерно месяц в балете Большого театра, где солисты, лучшие солисты выступали этого театра, вечер балета Большого театра, повесили большой щит. Это был в понедельник, вечер балета Большого театра Союза СССР, солистов. И среди имен, где Плесецкая, Головкина, Жданов, появилась внизу моя фамилия. Было написано Махмуд Эсембаев, еще моя фамилия Эсамбаев, а там было Эсембаев. Еще не знали мою фамилию никто. И неудобно мне стало смотреть на эту афишу, останавливаться само на себя люди проходят, и я ушел, но счастливым. А вечером, ночью, часиков, наверное, было 1:30, я встал от Курского вокзала и пошел пешком до зала Чайковского, и стоял, смотрел я на эту афишу, на свою фамилию, и не верил сам, что я среди таких звезд буду через 2 дня на сцене зала Чайковского.
Ну и, в общем, первое мое выступление, и я рассказать это даже и трудно, и мое состояние трудно. Костюм у меня не было, костюма такого роскошного. И художник Антонина Зайцева, она мне посоветовала, давайте с конфитюрных банок сделаем вам костюм. И мы собрали около магазина во дворе эти банки выброшенные, где уже по виду оттуда продали, а банки выбросили. Мы их разрезали с той стороны, почистили, это как золото, и выбивали, сидели все ночи. И костюм мой был из конфитюрных банок. Но выглядел он, как будто действительно все из золота. Ну и, в общем, все говорили, какой красивый костюм, какой дорогой костюм, еще к тому, что все-таки мне аплодировали, я помню в этот вечер хорошо. Я думаю, это относилось к тому, что моя фамилия впервые среди таких имен была написана, москвичи, добрые люди, они понимали, что именно я горец, который с большим волнением на этой сцене. Думаю, что как гость я был принят так хорошо. Потом в последующих концертах, именно в вечерах балета Большого театра, я танцевал уже всегда. И так мне хотелось уже другой танец. Но я индийских выучил сразу 2 танца, ибо я был захвачен ими. Кроме «Золотого бога», я еще танцую в «Золотом боге». Что о чем говорится? О том, что солнце встает, освещает землю. И он, когда осветил землю, согрел землю, восходы, цветы, птицы запели, люди появились на земле появилась жизнь. Он говорит, о небо, пошли на землю дождь, пошел дождь, ожила земля. Он говорит, не может вечно идти дождь. Пусть будут на земле реки, потекли реки Ганга, орошать великие просторы земли Индии. Но не всегда будет так спокойно. Будет шторм, будет налетать шторм, и будут гибнуть посевы и люди. Несчастье будет приносить. Но все равно вечно жизнь будет на земле, и вечно буду я светить тебя, землю. А сейчас я уступаю место голубому Богу, Богу Луны. Спите спокойно, а завтра снова я вернусь и согрею землю и освещу. Итак, легенда это о Золотом Боге. А другая, то, что я танцую, это тоже легенда. Юноша танцует и рассказывает своей возлюбленной. В танце, это язык танца. Вот говорит, лотос, он пахучий. На, милая, возьми. Моя мама, это мама по-индийски, добрая. А это это папа. Мой папа сердитый, я обыкновенный. Приди ко мне, я тебе подарю этот лотос. Он расцветет, и ты приколешь к волосам, пойдешь за водой. Олень от шороха испугается, это олень испугался. Но увидев красу твою, будет спокойно щипать травку. А Бог Кришна увидит нашу любовь и нас благословит. Иди ко мне, не хочешь? Вот видите, это танец, язык. И если бы я не объяснял, бы просто думали, танцует у человека пластика, индийский танец. А сейчас из мира танца, фильма, который был снят обо мне, «Золотой бог», я бы хотел, чтобы вы посмотрели. Пожалуйста.
После исполнения этого танца я очень много заимел друзей из Индии. Кришна Менон со своей супругой, посол, приходил сюда на концерт в зал Чайковского. Я танцевал в посольстве, на приемах и среди деятелей культуры, танцовщиков, танцовщиц, музыкантов Индии. И мне много очень дарили подарки, костюмы, в смысле, для исполнения, ибо они хотели, чтобы в моем репертуаре был бы индийский танец с удовольствием, который я всю свою жизнь буду исполнять. Потом я стал изучать танцы народов СССР. Благодаря Моисееву. Моисеев захотел, чтобы я танцевал его танец, и на конкурсе я получил за него лауреата международного конкурса. Воинственный танец ножами. Армянский танец, постановка Грикурова. Станцевал я бурятский танец, постановка тоже в Бурятии Завадского. В общем, было 5-6 танцев у меня сделано нашей страны. Потом я сделал чабан на музыку узбекскую и взято из жизни. Ну, чабаны, дети всех стран мира одинаково радуются, когда находят пропажу, овечку, и также огорчаются, когда теряют. Ну и, в общем, совпадение с узбекским чабаненком и чечено-ингушским одно и то же. Я ведь тоже пас овечек. И когда я просил баба, так по-чечено-ингушски называют мать, отца дада, говорю, пусти меня, говорю, пасти овечек. Она говорит, а ты считать их не умеешь. Вот садись на корточку, у нас было 10 барашек и 1 коза. Открывай все на каждую, а потом закрывай. Открой быстро 1 палец. Вот если на это у тебя хватит, значит, ты научился. В общем, я это выучил, хотя было трудно. И первый раз, когда я пошел в горы пасти, только пришел, сел, начал считать, 1 не хватает. Снова 2 не хватает. Бегом в село, кричу, баба, 2 унесли волки. А, вот, а ты видел? Я говорю, кусты шевелились. И она со мной туда приходит, вот, да все на месте, вот видишь, все на месте, ну-ка сядь. Я начал открывать, говорю, баба, пусть они как во дворе станут. Во дворе травы, говорит, нет, потому они стояли. А тут они все время будут ходить. А ты рожки запоминай какие, шерсть какая. Вот тогда ты будешь уже настоящий пастушок. И так что все счастливы дети, когда они пасут овец, и все хорошо, и всю стаду пригоняют домой. И, конечно, в этом совпадают дети всех стран мира, где бы они ни жили. Так что посмотрите, пожалуйста, тоже из мира танца. Узбекский танец. На андижанскую польку сделанный чабан. Просто из жизни взят.
Через полгода я из Москвы уже уезжал на родину, имея очень большой багаж в смысле танцев. Я уже танцевал разные танцы, не только нашей страны, но уже я танцевал испанские, индийские. У меня были танцы разные испанские, с кастанетами, без кастанет, фарука, пасадобль, булерес. Танцев было у меня достаточно даже на 2 концерта, чтобы не повторяться. Приехал, и вот первый мой концерт на родине. Ну, передать невозможно, как я радовался, потому что я же уехал мальчиком, а приехал уже взрослым человеком. И мне хотелось страшно найти Дору Васильевну, именно чтобы она меня посмотрела. Безусловно, в первый же день приезда я ее нашел, позвонил, и мне сказали, живет на такой-то улице, все. И я быстро пошел, попросил, билетов не было. Но мне сказали, что вот мы поставим впереди 2 кресла и посадим учительницу. И я взял пригласительный билет, прибежал я к ней. Стучусь в калитку. Уже у меня были на груди 3 медали, 1 всесоюзный и 2 международных лауреатов. И я впервые эти медали отдел только, чтобы показать ей. Ну и стучусь я в калитку. Маленький домик утопает весь в саду. И вот это был август месяц, и оттуда идет пожилая старенькая женщина, и я кричу: Дора Васильевна, Дора Васильевна! Она открывает калитку и стоит передо мной, пепельного цвета волосы, старенькая, такой подбородок, очки, такие толстые-толстые, и перевязанные веревочкой здесь, и она стоит передо мной. И мне даже показалось, что и я виноват, что она старая, что я ей говорил, что вы будете старенькая. Я говорю: Дора Васильевна, вы меня узнали? Я говорю: я ваш ученик. Она говорит: нет, деточка, не узнала. Ну, Дора Васильевна, 2 ставили, кому вы? Да, многим я ставила их. Ну, Дора Васильевна, а кто говорил, что я буду знаменитый танцор? Батюшки. И маленький ты был весь на шарнирах. Иди сюда, я знала, что... Все я знала, что так и будет. Иди сюда, иди сюда. Я тебе сейчас подарок сделаю. Дора Васильевна, мне ничего не надо. Я принес вам билеты. Правда, билетов нету. Говорю, впереди первого ряда поставят 2 кресла, и вы будете сидеть и смотреть. Деточка, ведь я знала, что ты все будешь помнить. Я тебя любила больше всех. Я через столько лет узнал, что она меня любила. Но она это быстро доказала. Дала мне фотографию. На фотографии, вот видишь, могла тебе 3-й ряд поставить. А ты сидишь со мной рядом, плечом об плечо. Мальчик, ты был хороший. На, возьми карточку. Я посмотрел, что я там разорванный, плохо одетый. Я говорю: Дора Васильевна, говорю, мне такую не надо. Я говорю, просто меня не одевали. Я говорю, а так я же не был, говорю, таким плохим, чтобы, я говорю, показывать рваный какой. Деточка, ты не стесняйся. Ты человеком стал, вот важно. Бери карточку и всем показывай. Ну, правда, я эту карточку так и потерял умышленно, чтобы мне не хотелось, чтобы видели, что я учился, ходил в рубашке рваной. А теперь я сожалею, что этой карточки нету. И на концерте сидела Дора Васильевна. Сидела она так, как поставлены кресла, прямо у оркестровой ямы. Она сидела так близко-близко. Когда я выскочил на сцену в своем чечено-ингушском классическом танце, то увидел ее. Она достала платок и плакала весь концерт. Так я одним взглядом все время смотрел на нее. А в конце вышли на сцену благодарить меня. Когда вышли на сцену благодарить меня, я хотел ответить тоже слова благодарности, но увидев, что она плачет откровенно, я заплакал, ушел со сцены. Вот так был мой первый концерт на родине. Потом начались мои концерты уже далеко и от родины. Я все-таки 2 раза летал по ту сторону океана, почти все страны Латинской Америки, в Канаду. Ну и, в общем, увидел я много. И вот испанский танец. Я люблю испанские танцы. И что я люблю в испанских танцах? Это строгость и вот отношение к танцу. И, вернее, когда танцует испанец или испанка, то мы узнаем Испанию, даже если не побывав там. Ну и, в общем, мне нравится строгость, мужественность.
Скорее в испанском танце они танцуют все в пол, чем прыгают. Это все земное, мужественное, грациозно, красиво. И вот это я люблю в испанских танцах. И сейчас я хочу исполнить вам этот танец с большим удовольствием. Был я на гастролях в Улан-Удэ, в Бурятии. Услышал песню, как мать напевала ребенку. Ну, я слышал, что это колыбельная песня. Я спрашиваю, о чем она поет? Она, говорит, поет о том, что сын мой, вырастешь, не ходи ты в степь, орел тебя унесет, и мать твоя громко будет плакать, и горько, и громко. Я услышал эту песню, и на основе этой песни захотел создать танец бурятский. Помогли мне хореографы, и за время гастролей этот танец я увез из Бурятии и включил в свою программу. И был он снят в фильме «В мире танца». Сейчас я бы хотел, чтобы его показали. А смысл такой. Он вырос, мать красиво одела его, и он пошел в степь. Увидел орла, и он начинает охотиться за орлом, а орел за ним. И между ними борьба. Он пускает стрелу, раненый орел падает на землю, радость охотника и смерть орла. Вот содержание этого танца.
А сейчас я бы хотел, чтобы вы посмотрели. И мать ты меня вырастила храбрым. Вот что подчеркивает сын, чтобы радовать свою маму. Посмотрите, пожалуйста, сейчас. Открытки, марки, часы, коллекционируют трубки. Я ничего этого не делаю. Я собираю по возможности танцы народов мира. Больше и больше хочется танцевать всех народов танцы. К сожалению, не каждый народ имеет сольный мужской танец. Когда я был на гастролях в Молдавии, я часто хожу, там балетный зал, где танцует жог, вообще народные, где гуляния, где поют, где танцуют. Меня захватывает вот этот вихрь, фонтан танцевальности и пения Молдавии. Ну и, в общем, мне очень нравится, когда танцует их ансамбль, самодеятельный или профессиональный. Когда они танцуют, у них вот, когда они говорят что-то, такие, как у нас у Чечено-Ингушетии, когда танцуют аса, а у них так вот танцуют. О, дижоки, молдовеня, кола, по молдовене, тут пилок, сэр, бусы, йоком, там. В общем, моментально, мне кажется, что я среди них танцую. Ну и, в общем, и я, прежде чем подумать, чтобы сделать танец того народа, обязательно учу или поговорки, или песни. Вот я напеваю песенку, выучил я молдавскую, она мне очень прямо на ухо вот легло, и вот не мог никак не выучить ее. И после этого я подумал, что сделать танец, и сейчас я работаю над этим танцем молдавский. Сама музыка, песня заставляет танцевать. Вот cine te-a făcut pe tine, tudărița nene, așa înaltă și subțire, tudărița nene, parcă m-a iubit pe mine, tudărița nene, parcă m-a iubit pe mine. Tudărița nene, dilindoș, să măsor, dilindoș, tâșa, să-i țești, cureț, ovdor, șaus, cliță mor, ovdor, șaus, парапатай. Вернее, выучил эту песню. Мне даже говорили в Молдавии, что я чисто пою по-молдавски. И буду счастлив и рад, когда будет в моей программе молдавский танец, если также мне кто-то скажет, что я и танцую именно без акцента молдавский танец. Ну, мне приходилось летать 2 раза за океан, континент Америки.
Первый раз я был по странам Латинской Америки, и я почти все эти страны объехал, и каждый почти столице танцевал со звездами советского балета, народного танца, исполнителями, и в каждой стране выучивал танец той страны, и, безусловно, там же и исполняли мы их. И там, где сольный танец один, а где не было, где парный, брал партнершу. И вот в Бразилии есть мужские сольные танцы, макумба, гандомле, бамба. И вот меня захватило танец макумба. Это жертвоприношение. Я всю жизнь мечтал всегда делать людям доброе, и чтобы люди улыбались. Ну и в общем, и этот танец, он совпадал со мной. О чем говорится в этом танце макумба, жертвоприношении? Когда стране плохо, когда гибнет скот, когда дети, когда ураганы, когда дома уносит, тогда приходит к колдуну-заклинателю и просит спасти от зла всех. Режет он белую курицу, при лунном сиянии он исполняет этот ритуальный танец макумба. Он умирает, он уносит с собой на тот свет злых духов и умирает сам, спасая людей. И мне вот сама тема эта очень и очень трогала. Я выучил этот танец, и где-то мы с бразильцами, как кавказцы, я схожу с ними, они очень экспансивные, темпераментные. Ну и, в общем, и я выучил этот танец, помогла мне знаменитая танцовщица Мерседес Баптиста, и когда я выучил этот танец, она меня повезла в Баия. Баия — это где храм, построенный на деньги знаменитого танцовщика, который называется у них бог танца Жозе де Гомео. И мы приехали туда, и один раз повторяется у них этот ритуальный праздник в году. В честь советских звезд они повторили второй раз, хотя это никогда никому не повторялось. И вот мы сидели, смотрели макумбу. Исполняли человек 300, но присутствовал человек 1000. И когда уже этот танец исполнялся, уже даже падали в обморок сидящие, смотрящие, входя в этот ритм, тогда подошел ко мне Жозе де Гомео и сказал: «Махмуд, я прошу вас, давайте исполним вместе». И мы вышли среди танцующих, начали исполнять, все замерли. Я даже не могу сказать, какой это был большой радость, ну, вернее, он не успехом назовешь его, а скорее радостью, потому что все улыбались, все радовались, даже до слез. И этот танец в моей программе. Я всегда, когда танцую этот танец, мне кажется, я умираю и последний раз его танцую, но чтобы людям жилось хорошо. И сейчас я хочу, это танец из мира танца, чтобы вы его сейчас посмотрели в моем исполнении здесь непременно.
этом году я думаю показать несколько новых своих работ. С большим волнением жду, что скажет наш зритель. Я впервые хочу исполнить русский танец. Я долго его искал, так, чтобы эта тема, и я бы выглядел бы русским человеком, и тема была бы такая, где я мог бы драматически, именно внутренне рассказать о своем герое, который я представлю зрителям. Для этого я долго подбирал, какой костюм. Поехал к Палихам, ибо это художники настоящие, которые показывают Россию, и художники Калерии Борис Кукулиевы, это художники Палиха, сделали мне костюм на этот танец. И когда уже все мы обговорили об этом костюме, тогда я уже увидел свой образ по-настоящему, кто я должен быть в этом танце. А сейчас я бы хотел рассказать вам, хотя много рассказано, о своей родине Чечен-Ингушетии, ибо я всегда начинаю свой концерт чечен-ингушским танцем, танец свадебный. Этот танец снимался в горах, где я родился и вырос. И эти старики, к сожалению, мой отец, его нет в живых. Это его друзья сидят и смотрят. Все мои односельчане, тут девочки, мальчики, взрослые, юноши, старики, старухи. Из этого фильма «Я буду танцевать» идет танец свадебный, он ритуальный. Когда свадьба у жениха, тут сходятся все знакомые и незнакомые. У каждого это является праздник. Каждый может прийти на праздник, и каждый может угощаться все, что есть в доме у жениха. Ну, когда приводят невесту, невесту приводят сразу не домой, привозят ее, привозят к лучшему другу жениха. И где она двое суток гуляли юноши и девушки, она стоит под покрывалом из шифона дорогого, и все подходят на нее, смотрят, и вот этот шифон везут домой жениху. Кто первый на коне прискачет с этим шифоном, тот считается самый большой джигит и герой этого дня. Стелят этот дорогой материал под ноги невесты, ибо, чтобы она знала, что в доме она самый дорогой человек, что они приобретают в ее лице не невесту, а дочь. И когда идет свадебный танец, безусловно, присутствуют отец и мать. Отец жениха вручает кинжал отцу невесты, и если тот принимает, он согласен этому союзу. Это общая радость, одинаково как для отца его и как для отца ее. Самые виртуозные танцовщики имели право, танцуя с девушкой, обнять ее так, чтобы не дотронуться до ее талии. А если дотрагивался до ее талии, то присутствующие родственники невесты могли даже дойти до кровной мести, это могло быть кончиться даже смертью. Это могли делать только те, кто танцевали лучше всех. Это ритуал тоже народный. Это горы, где я вырос, где я родился. Дорогие друзья, я имею право, я так думаю, что мы с вами провели час к такому обращению. Не подумайте, что я не уважаю вас, что сижу в шапке своей национальной. У нас это традиция у горцев. Если уважаешь дом, куда ты в дом пришел, то шапку не снимай. Только из-за уважения к вам я не могу нарушить законы гор. Всего вам хорошего, всего доброго. До новых встреч на концертной эстраде. До свидания.